И, как всегда, 1 октября, праздник мудрых людей, такой замечательный день. И я, дорогие мои подписчики элегантного возраста, хочу вас, шутя, поздравить. С днем элегантного возраста, чтоб не сыпался песок, не пропал бы голосок, чтобы ручки не дрожали, крепко рюмочку держали, чтоб не мучила одышка, чтобы всем болезням крышка. А приглашаю вас, дорогие подписчики, в родной Беларусьбанк на праздник. А начинаю я, друзья, со своей личной выставки. У меня будет отдельное видео на эту тему, и хочу вам показать вот таких красивых ветеранов, лидера и простых наших девчонок. Счастье на лицах, согласитесь? Не будем акцентировать внимание на моих личных увлечениях. Меня захватило и блогерство, и патриотическая тема невероятно. Подготовка к 80-летию Великой Победы, к столетию банка. Не будем обращать внимание на мои путешествия. Огромную роль играет в ветеранской организации. И лично моей это родник ветеранов Беларусьбанка. Это было сделано по предложению профсоюзной организации. А кто за спиной все поменял, можно, конечно, понять на раз. Нечего выпячиваться тебе со своими работами. Ну вот, друзья, благодаря социальным сетям вы увидели мою выставку. А я выражаю благодарность за то, что, в кавычках, имеет кто-то право распоряжаться в нашей жизни, быть или не быть. Пусть они будут здоровы и счастливы. А праздник начинается. Девчоночки, со святом вас, дороженькие! Нюша, сыграешь сегодня? Выражаю в своем лице благодарность профсоюзной организации за сладкое настроение. Привет, моя дороженька. Поздравьте, пожалуйста, всех мудрых людей со святом. С праздником вас, дорогие коллеги! Здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, всего, что только душа ваша желает, сейчас может исполняться. Я очень рада сегодняшнему дню встретиться, увидеться, поговорить, обнимашки. Ну что желать, чтобы у нас был мир и счастье, и процветание нашей Родины. Великий дякую. Ансамбль «Родник» от всей души поздравляет всех ветеранов с праздником. И нас всех объединяет общее дело и дружба. Дружба, что это? Особый разлив. С этим точно никто не поспорит. Без нее невозможен прорыв. Ни на суше, ни в небе, ни в море. Великий дякую. Как вам новое стихотворение Натальи Павловны? Кумушки, голубушки, с Днем мудрых людей? Праздником! У всех нас? Всем здоровья! Добрый день, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на нашем праздничном мероприятии, посвященном Дню опыта и мудрости. Добрый день, уважаемые коллеги! Ежегодно 1 октября во всем мире празднуется День добра и уважения. Дорогие наши ветераны и уважаемые гости, этот день особенный, ведь он говорит о вашем бесценном опыте, мудрости и любви, которыми вы постоянно делитесь с нами день за днем.
И традиционно для открытия нашей торжественной программы слово предоставляется начальнику Могилевского областного управления Сосновцу Олегу Сергеевичу. Да, наши дорогие ветераны, как было отмечено и правильно тут указано, День добра и уважения, потому что День пожилых людей, но как-то вот не звучит, потому что вы все заслуженные, уважаемые, но в то же время вижу, знаю, вы все молодые душой, то есть вы просто имеете статус ветерана. Поэтому этот праздник, он, конечно, прежде всего символизирует благодарность за ваш вклад, независимо от того участка работы, которым вы занимались, вы сделали, вы строили, вы создавали. Поэтому просто дань уважения, дань внимания, дань признательности, прежде всего вам, за ваш труд, за то, что вы есть, за ваш опыт, который постарались, передали последующему поколению. Поэтому в этот знаменательный день, который объявлен Международным днем, праздничным, хочется пожелать вам, конечно, прежде всего, чтобы были здоровы, чтобы вы сохранили свои силы, свою энергию для своих близких, для своих дел, увлечений. Вот. Ну и, конечно, очень радует, что вы многочисленные, что вы помните о нашем коллективе «Семисоточки», да, вы приходите, вы отвлекаетесь, вот чтобы так продолжалось еще долгие годы. Ваши ряды регулярно пополняются, это жизненно, вот, но мы этому рады, что вы такие замечательные, заслуженные, достойные, но и мы равняемся на вас и гордимся вами. С праздником! Дорогие гости, сегодня мы чествуем тех, кто с годами обрел истинную мудрость, ведь испокон веков она находила отражение в стихах и поэзии. И как же трогательно звучат строки из уст мудрых людей. Отрывок из поэмы Якуба Колоса читает Людмила Алексеева. Паміж пусток болот белорусской земли, на узбережье раки шумнотечной, дремле памятка дён, что в нябыт утекли, дерванелый курган вековечный. Дуб галлё распустил коронасты над им, сухозелле у груди упилося, ветер стогне над им уздыханием своим, обминувшими в жальбах голося. На купальне там птушка садится пяе, у Пилиповку волк немовые, солнце днем распуская там косы свои, ночью зорки горать золотые. Мне за 60, не важно, что там говорят, кто-то подумал за спиной, а важно, кто сидят с тобой. Кто близкий друг, а кто чужой, и кто предатель за спиной. Совсем не важен встретен круг, а важно, что был рядом друг. Не важен список последней годы, важнее условия погоды. И в сумке зонт, на шее шаг, за 60 так много прав. Имеешь право просто жить и не в обязанность служить. И выпить кофе не спеша всем, кому тянется душа. Дежурных фраз не хочешь, можешь не звонить. Дежурных фраз не говорить. Жизнь хороша за 60, не лезут в душу все подряд. Вот небольшой остался круг. Там только те, кто точно друг. Пусть небольшой остался круг, но он надежнее, чем скала. Да пусть сидеет голова, не унывать и не грустить. За 60 так классно жить. Ваши гости, сухие молодые. Ой,
в нашем Белогорске прекрасно мы живем. Молодцы. Поем несу дуэтом, никто не слышит нас. Накалим на песню года, прошел на звездный час. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой, я лучший голосов, что нет в нашем банке вовсе голосов. Оркестра гусляров. Ой-ой-ой-ой-ой. Рядом. Желаем вам добра. Для вас, для самых крепких Славинска. Ура! Богатство души и знаний, которые идут рука об руку с годами. И наши ветераны подготовили презентацию работ, выполненных своими руками. Наталья Аркадьевна, микрофон представляем вам. Хочу сказать большое спасибо за активность наших ветеранов. В ней приняли участие 28 человек. Их фотоработы вы сейчас видите. Посмотрите, какие разные направления, какие увлечения у наших ветеранов. Невозможно описать и рассказать всю эту красоту. Любуйтесь ей. Жизнь на пенсии, я перефразирую эту фразу, которую все знают, только начинается. Мы открываем в себе новые возможности, мы находим вдохновение в разных творческих проектах наших, столько возможностей. Посмотрите, какая красота. Фамилии нет, мы просто показываем наши работы. Это наш первый опыт. Может быть, что-то удалось, не удалось. Предлагаем вам в следующий наш принять более активное участие, потому что уверена, что каждый наш член организации, каждый наш ветеран имеет какие-то творческие способности, вдохновение к какому-либо труду, будь это рукоделие, садоводство, цветоводство, рыбалка, рисование, пение, стихи, проза. У нас очень много творческих работ. Поэтому, пожалуйста, наблюдайте за нами. Какие у нас красивые творческие работы, какие таланты находятся в нашей организации. Пожалуйста, Александр, вас представляем. Тамара Александровна Славинская, это изделие Нины Кусовой, это садик был Пыряковой. Вот это изделие Елены Арсеньевны Чиж. Это Сосновская Татьяна Михайловна, снова именно Чиж. Поэтому любуйтесь нашими работами. И еще остается время, пользуясь случаем, хочу еще раз вас всех поздравить с нашим праздником. С днем мудрого человека и золотого возраста. Здоровья вам прежде всего. Творческих вот таких успехов, когда вы будете радоваться, не только вы, делая эти поделки или другое, участвуете в каком-то другом творчестве. Вот Светлана Александровна даже печатается в журнале. Да. И дальше приобщаться к прекрасному, дальше находить свое увлечение, свои возможности раскрывать. Их очень много. Спасибо всем. Это калейдоскоп наших будней. Вот прошел февраля месяца наше отчетно-выборное собрание. Немножко посмотрите, где это, конечно, далеко не все, где участвуют наши ветераны, активисты. Но, тем не менее, можете посмотреть, это Васильковый бал, приняли участие Танина Кушнирова и Сергей Александрович Пушкин. Это было в санатории пансионат «Жемчужина», оказана благотворительная помощь. Если помните, эта поездка наша была не Свежбург. Ну, конечно, наша дорогая. Ну, конечно. Это вот
возложения цветов на вынесенного мяса наши марафоны Беларусь банковский. Так, немножко про музей славы, мы совсем недавно его посетили. Является председателем правкома Светлане Анатольевне Джунусовой. Дорогие наши ветераны, сегодня у нас прекрасный повод собраться в этом зале. Сегодня день старшей молодежи. По-другому я не знаю, как сказать. Видя на то, какие есть творческие работы, как сегодня задорно выступает ансамбль «Родник», как у вас хватает времени на все. Поэтому не стареет душой ветерана. Сегодня эту фразу слышала почти каждого, кто заходил в этот зал. Хотим сказать вам спасибо за тот труд, который вы преданно отдавали на развитие нашего банка. За то, что вы создали основу, которую мы сегодня продолжаем. То, что начинали вы. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, долгих лет жизни, чтобы каждый из вас чувствовал заботу и любовь родных и близких. И, конечно же, вы всегда должны знать, что Беларусьбанк всегда рядом. Наше управление, в стенах нашего банка мы рады видеть каждого из вас. И хочу сказать, что наша концертная программа продолжается, и нам есть чему учиться у вас. У вас есть творческий коллектив «Родник». Глядя на вас, мы решили создать тоже творческую группу. И сегодня у них дебют. Именно в этом зале. Перед такой прекрасной аудиторией. Встречаем группа «Сияние», выступает с двумя композициями. «Черное» и «Белое». И посмотри, какая красота! Аплодисменты! Это преданность, опыт и энергия служат примером для всех нас. Мы хотим сказать вам огромное спасибо. По-моему, такого еще праздника сегодня не было, как-то так вот чувствовать, честно, сколько было. Что я хочу сказать? Я, конечно, поздравляю всех. Знаете, возраст – это не повод для уныния. Это главное состояние души, позитивный настрой. Пусть возраст только нам приносит уверенность, мудрость. И, конечно, я желаю всем добра, мира, бодрости. И самое главное – забота и тепла от наших близких и родных. Олег Сергеевич, на здоровье, не напутала встать. Мы хотим пожелать всем крепкого здоровья, бодрости духа и отличного настроения. Ведь нам так повезло работать в Беларусьбанке. Ведь нам так повезло жить в любимой Республике Беларусь. День мудрых людей 2025. Спросили у Раневской, чем умный отличается от мудрого? Умный знает, как выпутаться из трудного положения, а мудрый никогда в него не попадает. Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить. У каждого своя мудрость, в зависимости от склада души. Моя для меня столь же бесспорна, как ваша для вас. Еще раз вас с праздником!